Здравствуйте! Мы представители Детского общественного совета при уполномоченном при главе Республики Коми по правам ребенка. Мы обратили внимание, что в школах участились случаи проявления агрессии. Следует отметить, что агрессия – это эмоции, а эмоции – это то, что мы испытываем. Мы понимаем, что современные школьники перегружены домашними заданиями и дополнительными уроками. Разобраться в этой трудной ситуации и выйти из состояния агрессии нам помог практикующий психолог Звягинцева Арина Сергеевна. Ребята, все мы люди, и нам свойственно злиться. Агрессивность заложена на самой природой, и каждый раз подавляя ее, мы направляем свои же силы против себя. Накопленная энергия гнева и злости разрушает нас изнутри, вызывая болезни, усталость и депрессию. Как с этим справиться? Осознать, что именно послужило причиной вашей агрессивной реакции. Что сделало вас уязвимым в данный момент? Что вам не понравилось? Что на самом деле вы пытаетесь скрыть? От чего вы бежите? Что именно вы хотите сказать обидчику? Второй шаг – выразить агрессию. Существует множество способов и техник. Например, можно порвать бумажку. Конечно, чтобы это никто не видел. А еще лучше, если это будет ватман, сложенный вчетверо. Тогда и сил потребуется немало, и энергии уйдет прилично. Третий важный шаг – переключитесь. Выйдите на улицу, ведь это самое прекрасное и простое, что можно сделать. Там даже воздух другой. Если такой возможности нет, выйдите в другую комнату, смените картинку, переключите канал на телевизоре. Одним словом, спросите кого-то о чем-то. Поглазите на витрины, примерьте что-нибудь в магазине, почитайте или перекусите. Не доводите себя до предела, когда на вас кричат или критикуют. Лучший способ совладать с гневом – это заявить об этом тому, кто вас разозлил. Просто скажите: вы знаете, мне не нравится, когда вы так со мной разговариваете. Или я рассержен на вас, потому что… Научитесь принимать людей такими, какие они есть, ведь часто раздражителем выступают неоправданные ожидания. И это касается не только ваших родных, друзей или коллег. В первую очередь это касается вас самих. Чтобы не было разочарования от недостигнутых целей, ставьте себе реальные достижимые рамки. Научитесь себя принимать и любить. Еще одной прекрасной техникой является смех. Найдите повод посмеяться просто так, без причины. Смех необходимо чередовать с волнующими вас мыслями. Данная техника помогает выплеснуть негативные эмоции. Очень часто агрессивного человека сравнивают с чайником, кипящим чайником. Есть еще одна сторона медали, когда агрессию проявляет кто-то в отношении вас. Как противостоять этому? Во-первых, не отвечайте взаимностью. Если в отношении вас кто-то проявляет агрессию, самое сложное – это не ответить тем же. Но если вы сорветесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Научитесь контролировать свои эмоции, тогда вам гораздо проще будет выходить из трудных ситуаций. У многих возникает вопрос, как сдержаться. Существует много техник. Например, сделать вдох-выдох и медленно досчитать до 20. Не принимайте негатив. В такие минуты, когда приходится сталкиваться с агрессивным поведением, необходимо выставить психологическую защиту. Сначала может быть сложно, но со временем вы привыкнете. Просто не воспринимайте агрессию как что-то направленное по отношению к вам. Займите позицию наблюдателя. Выслушайте. Если вы умеете сдерживать себя и не принимать агрессию, просто выслушайте человека, ничего не отвечая и не перебивая его. Своим спокойствием вы поможете собеседнику взять себя в руки. Если вы видите, что человек проявляет по отношению к вам агрессию, то просто перенесите встречу на другое время. Хорошее оружие против агрессии – это юмор. Вы можете отшутиться и не только себе сохранить хорошее настроение, но и дать достойный отпор своему агрессивному собеседнику. Благодаря такому подходу можно в считанные минуты перевести гнев, агрессию и прочие сложные эмоции в радость и смех. Но стоит отметить, что этот метод действует далеко не со всеми. Ребята, на дворе весна. Солнышко греет нас добрыми и светлыми лучами. Надеюсь, что наши советы вам помогут. Ведь еще Лев Николаевич Толстой говорил: истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии.